Рекламный баннер – один из основных видов наружной рекламы. Они в основном размещаются на фасадах зданий или во внутренних интерьерах помещений. Привлечь внимание потребителей, сформировать положительный имидж компании, сделать бренд узнаваемым и запоминающимся – все это цели баннерной рекламы. Доверившись очередному рекламному ходу, навестив, допустим, косметолога, вы задумывались, что таит за собой обыденные, казалось бы, процедуры? Федеральная антимонопольная служба региона информирует население: не спешите звонить, увидев очередной номер на красочном плакате. Основные юридические ошибки на баннерах, на первый взгляд, особо и незаметны, но стоит приглядеться, медицинские клиники предоставляют услуги. А есть ли у них сертификат и лицензия? Ведь здоровье – дело серьезное. То, что одной из дел, которую мы рассматривали по закону о рекламе, это была реклама косметических услуг. Когда мы начали смотреть, запросили информацию, как это самое юридическое лицо работает, на каких условиях и так далее, оказалось, что это самое индивидуальный предприниматель работал вообще без лицензии, без медицинской лицензии. Соответственно, если мы видим рекламу, прежде чем пользоваться услугами этой рекламы, необходимо узнавать более подробную информацию про тот объект, который оказывает вам эти услуги. Допустим, оказать, очень страшно, наверное, лечь под хирургический нож, даже если в целях косметологии, если, соответственно, у этого специалиста отсутствует лицензия. По словам Батыра Тачиева, с недобросовестными рекламодателями разговор всегда короткий. В прошлом году мы на порядка 16 нарушений выявили. В этом году, в связи с тем, что в прошлом году активную работу провели чуть меньше, всего 2 дела возбудили в этом году. Допустим, это касалось рекламы медицинских услуг, то, что 2 дела в этом году, которые провели. Реклама медицинских услуг в соответствии с законом о рекламе должна сопровождаться предупреждениями о противопоказаниях. И площадь рекламной конструкции должна занимать не менее 5% именно фразы предупреждения. Этого не было. Но зачастую это, возможно, не сама корысть, это, скорее всего, по незнанию. В этом году то, что 2 нарушения выявили, это было, как нам кажется, по незнанию. И каков итог этого всего? Итог рассмотрения дела, штрафы конечно, большие, и 500 тысяч есть, и 800 тысяч есть за данное действие. Но если юридическое субъект малого и среднего предпринимательства впервые попадается, то в соответствии с законодательством, которое введено в действие в прошлом году, до 4-го антимонопольным пакетом было принято, то он ограничивается на первый раз предупреждением, второй раз уже штраф в полной мере. В нашей республике рекламный баннер уже перестал быть нечто важным, а тем временем достоверность информации с плаката на улице регулируется Уголовным кодексом. Баннер, как вы видите перед собой, данный баннер был с нарушением. Там не было сказано услуги противопоказаний, которые существуют. Поэтому нами было выдано предупреждение, и, соответственно, с предупреждением оно было исполнено. И как вы видите перед собой, уже баннер стоит с противопоказанием. Данные противопоказания, как мы сказали, должно занимать площадь не менее 5%. Как видите, они исполнены, все нормально в данном случае. А штраф какой бы был, если бы? Сейчас у нас штрафа не было, было предупреждение. Поэтому они исполнили, и к ним вопросов на данный момент нет. Подводя итоги, скажем, обращайте внимание на нюансы. Рекламный баннер – показатель качества услуг. Если уже у вас с рекламодателем возникли вопросы, о каком качестве предоставляемых услуг может идти речь? Как вы видите, данный медицинский центр также допустил нарушение статьи 7, статьи 24, часть 7. Данные медицинские услуги должны были сопровождаться противопоказаниями. Они были также, противопоказаний не было, поэтому они нарушали данный пункт. Поэтому мы выдали предупреждение, чтобы они нарушения прекратили нарушать. И было исполнено, как вы видите, у них они добавили строку, что с противопоказанием, какие имеются в данных услугах. Яркая картинка, безусловно, завораживает, тем более, если баннер расположен в центре города. Если же у вас возникли вопросы относительно плаката на улице, вы можете обратиться на горячую линию Федеральной антимонопольной службы Республики Ингушетия или же в администрацию вашего сельского поселения или города. Они также регулируют закон о рекламе. Только так реклама на улицах нашего города обретет качество. Мадина Базиева, Магомед Нальгиев, Ахмед Гандаров. Утро Ингушетии.